Расскажем о торжественном открытии и особенностях проведения фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Глава Ингушетии принял участие в собрании представителей Тейпа-Халухоевых. С частичкой заботы и понимания сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. Добрый вечер, это новости 24. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии собрал тысячи болельщиков со всего СКФО. Ежегодно в мероприятии принимают участие 7 команд. Это 700 участников. Соревнования по традиции проводятся по национальным видам спорта. Армспорт, борьба на поясах, стрельба из лука и многое другое. Накануне состоялось торжественное открытие Кавказских игр. Были организованы национальные подворья. Наш корреспондент Юсуп Гелисханов расскажет обо всем подробно. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа начинается с культурной части программы. В национальном подворье Ингушетии широкой публике представлены экспонаты самых разных жанров. Адам Галаев в народе славится как мастер декоративно-прикладного искусства, и не зря. Из обычного куска металла он может сделать настоящее произведение искусства. Ковкой он занимается порядка 20 лет, и в планах у мастера ковать ингушские кинжалы. У меня экспонатов здесь не все экспонаты, какая-то часть экспонатов в Москве на выставках, на представлении 25-летия республики, в Кремле, в Госдуме. Там в основном такие настенные панно, гравюры, а здесь в основном цветочные композиции. Это была некогда у меня задумка сделать серию 7 цветов, но эта серия еще не восполнена. Я так полагаю, на очереди будет ирис, наверное, мак. И по желанию зрителей, наверное, будет какой-то 7-й цветок. Организаторы ингушского подворья в лице Министерства культуры республики главный акцент сделали на воссоздании средневекового быта ингушей. Помимо прочего, здесь представлены картины из рыбьей кожи и сувениры в виде башенных комплексов, которые создаются из речного камня. На каждую из этих башен уходит более 2000 камней. Здесь представлены предметы древнейшего быта, станки, ткацкие станки, станок для возделывания кожи, животных, очень много бытовых предметов, которые современный житель Ингушетии, он их не знает. Мы хотели бы, чтобы не только жители Ингушетии, но и всего Кавказа знали, каким был наш быт, его уникальность, его простота и в то же самое время его функциональность. По соседству с Ингушским располагается подворье Чеченской Республики. Здесь также представлены художественные картины, предметы быта, керамика, резьба по дереву и другие работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Чеченская Республика каждый год делает новое подворье в новой стилистике, с доработками. Поэтому каждый год, конечно, мы видим и мастеров с других регионов, обмениваемся опытом, смотрим, что делается в других регионах. Они приходят к нам. Это хороший такой диалог культур, который проходит в рамках фестиваля. Почетные гости национальных подворий в лице министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и главы Северной Осетии в первую очередь посетили ярмарку брендов «Сделано на Кавказе», впервые вошедшую в программу фестиваля. Здесь делегации показали продукцию ведущих предприятий регионов СКФО. Внимание гостей привлек бренд национальных женских костюмов Аскановых. А где берете ткани? А российских нет? Главы субъектов и почетные гости также приняли участие в официальной церемонии открытия национальных подворий 8-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В фестивале участвуют 7 субъектов – Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край и Северная Осетия. В национальном подворье гостеприимной Ингушетии почетных гостей встречали, как и подобает, национальным блюдом чапель. Добро пожаловать, дорогие друзья, с миром к нам идущие. Пусть всюду известные ваши имена славными будут всегда. Спасибо.
Каждый год в ингушском подворье в жизнь воплощают один из обычаев древности нашего народа. Если на прошлогоднем фестивале было показано, как ингушская мать укладывает в колыбель ребенка, то на этот раз гостей ждал обряд посещения братьев жениха будущей невестки. Также гостям показали красоту и тонкости обряда сватовства. У вас сегодня есть уникальная возможность понарошку, хотя бы шутку, связать себя узами брака с этими прекрасными девушками. Осмотрев все подворья, попробовав блюда национальных кухонь, гости отправляются на стадион. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа традиционно любим жителями субъектов СКФО и с каждым годом принимает все больше гостей из других российских регионов. Идея проведения игр изначально появилась у нас, в Ингушетии, и теперь фестиваль поочередно принимает все республики Северного Кавказа. Я желаю всем участникам фестиваля новых творческих и спортивных открытий, свершений, а зрителям и гостям фестиваля интересных культурных и спортивных зрелищ. Я желаю, чтобы наш фестиваль также и дальше уверенно шел по северо-кавказской земле. Важно то, что мы на этом фестивале в первую очередь вспомнили свои традиционные народные виды спорта, которым занимались когда-то наши предки, у которых не было спортивных объектов или снарядов. Важно то, что мы на этом фестивале вспоминаем свои народные промыслы, возрождаем их. И мы с каждым годом видим, насколько хорошие результаты у наших народных промысловиков. Разрешите передать вам всем слова приветствия от министра спорта Российской Федерации, олимпийского чемпиона Павла Анатольевича Колоткова. За небольшой промежуток времени фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стал знаковым событием и в развитии физкультурно-спортивного движения на Северном Кавказе, и в развитии культуры, и, конечно же, в укреплении дружбы, в отношениях между народами. Уверен, праздник культуры и спорта представит богатую палитру самобытной культуры, обычаев и традиций народов Северного Кавказа. Поможет еще лучше узнать друг друга, а значит стать ближе, сильнее и сплоченнее. Массовый спорт уже давно стал визитной карточкой северокавказских республик. Пусть стремление быть лучшими поможет всегда всем участникам блестяще выступить, порадовать зрителей и добиться желанных побед. Не обошлось и без сюрприза. Участников фестиваля поприветствовали российские члены экипажа Международной космической станции. Традиционно богатый талантами Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, героев Советского Союза и России, художников, писателей и космонавта Мусу Манарова. Каждый раз, пролетая над Большим Кавказским хребтом, мы убеждаемся в правильности слов. Круче гор могут быть только горы. Искренне желаем всем здоровья, успехов в спорте, незабываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть на соревнованиях царит атмосфера дружбы, доверия и взаимопонимания. Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Сергей Рязанский. Под звуки гимна Российской Федерации 8-й по счету фестиваль культуры и спорта народов Кавказа считается открытым. Олимпийскими чемпионами Республик Северного Кавказа поднимается официальный символ игр и зажигается факел, после чего начинается парад команд-участниц. На стадионе «Спартак» команда Республики Ингушетия. Встречайте спортсменов из Карачаево-Черкесской республики. На торжественной церемонии открытия фестиваля выступили лучшие творческие коллективы 7 субъектов СКФО. Всего в выступлениях участвует около 500 артистов. Искусство исполнения ингушского национального танца продемонстрировал государственный ансамбль народного танца Ингушетия.
Ежегодно в Кавказских играх принимают участие свыше 700 участников. Соревнования проводятся по национальным видам спорта. Армспорт, борьба на поясах, передвижение на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазание по канату, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, мини-футбол и перетягивание каната. В этом году фестиваль впервые проходит в течение 2 дней, что сделает мероприятие более масштабным и интересным. Сегодня стартовала соревновательная часть фестиваля. Более 350 спортсменов из всех регионов Северного Кавказа будут бороться за награды в 12 видах спорта. Будем надеяться, что наши спортсмены покажут хорошие результаты во всех дисциплинах. Исуп Гелисханов, Сурхо Кусиев, Магомед Дидигов, Тимур Карахоев. Новости 24. Каждая из команд, представлявших свой регион СКФО, показала красивую и бескомпромиссную борьбу во всех дисциплинах фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Всего их было 12. Соревнования проходили на разных площадках. Победителей и призеров после завершения одного вида спорта награждали здесь же. Тамерлан Хамхоев о предварительных итогах. Фестиваль культуры и спорта не предполагает, что спортивное направление идет на 2-м месте в процессе. Напротив, подготовка к этой части фестиваля порой куда ответственнее. На самой высокой точке территории стадиона «Спартак» расположились лучники. Этим ребятам даже отвели отдельный небольшой стадион. Первыми выступают девушки. Есть и представительницы Ингушетии, которые показали неплохой результат. Каждой из участниц дается несколько попыток. Это дистанция стрельбы из лука. Женщина начинает с 21 метра. И отходят постепенно по 3 метра. И да, пока не промахнулись. А мужчина начинает с 30 метров. И также отходят. Пройдя немного дальше, можно услышать звук мяча, что бьется о штанги и каркас ворот. Это футболисты показывают свой класс. И несмотря на то, что играют они на мини-поле и всего по 15 минут 2 тайма, интенсивности игра не теряет. Опасные моменты то и дело завершаются взятием ворот. Выйдя из групповой стадии, ребята должны играть в полуфиналах. На этом же участке поля уже более силовой вид спорта. Спортсмены соревнуются в бросании камня. По одному спортсмену от каждой команды. Ингушскую сборную представляет Исмаил Хамхоев. Участникам дается по 2 попытки на 3 дисциплины. Суммарное количество выставленных баллов и определяет победителя. Несмотря на отменную подготовку, верхнюю ступень пьедестала почета занять Исмаилу Хамхоеву не удалось. На то были объективные причины, с которыми согласен и представитель Чеченской Республики. Правила Швейцара. Şey правил аватта. Дик результат дуру, но первое место результат дацс. Второе яхраз. ين قوسربو قاهو غردو حيغا حاجه تاع проблемаят. Ну дерек тахтер хлжниз хол. В Кавказских играх все хорошо, однако от обилия спортсменов, выступающих в разных дисциплинах одновременно, буквально глаза разбегаются. Ингушская сборная по лазанию на канат заняла 1-е место. Еще один триумф, но уже в армрестлинге. Виталий Ларидин занял 1-е место в тяжелой весовой категории, в финале одолев соперника из Северной Осетии. Там по-разному получилось. На левой руке был самый сильный соперник из Дагестана, представитель Дагестана, а на правой руке представитель Осетии был самый сложный соперник. Так как ребята подготовлены на высшем уровне, там действует техника и сила, все одновременно. 2 других наших спортсмена не сумели отличиться, однако это будет для ребят полезным опытом, уверен тренер. Сагов стал 4-м, стал и Малороев 5-м. Ну не последний, но там пришлось так. Может, жесткое судейство было так. Один мой парень Сагов, да, на левую травму получил. Левая вообще не работала. Ну, это такой вид спорта, малейшая травма тут дает о себе знать. Чуть погодя собирают и легкоатлетов. Здесь ребята должны показать всю свою скорость и выносливость. Месяцы подготовки ради нескольких минут триумфального забега. Вот к чему готовились ребята. Ингушская сборная заняла 2-е место. Ребята достаточно сильные, боролись, ну, с одной из сильнейших команд, наверное, в России. Тяжело, но мы соперничали, боролись, заняли 2-е место. Надеемся, что в дальнейшем Республика Ингушетия нас оценивает достаточно высоко, и в дальнейшем мы тоже будем продвигаться выше и выше. Фестиваль культуры и спорта направлен на здоровое соперничество между регионами в спорте и взаимообогащение культурами. Судя по тому, как выступали и общались между собой спортсмены, защищающие флаги своих республик, основная цель фестиваля – укрепление дружественных взаимоотношений между народами – достигнута. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Более подробный материал о состязаниях и закрытии фестиваля культуры и спорта народов Кавказа смотрите в нашем эфире.
Глава Ингушетии Нузбек Евкуров вместе с Хаджибекаром Укуровым посетили мечеть в селении Гули. Так как время визита совпало со временем молитвы, все прихожане совершили коллективный обеденный намаз. В новую мечеть Гули на собрание были приглашены представители Тейпа Халухоевых со всей республики. Новая мечеть в Гули радует своих прихожан еще с порога. С первых минут путника привлекает минарет исламского храма, построенный в виде смотровой башни. Рабочие использовали при строительстве только натуральный камень, похожий на тот, что использовался древними ингушскими зодчими при возведении башенных комплексов. Культовое сооружение появилось в одном из высокогорных сел Джайрахского района благодаря внебюджетным источникам по инициативе главы республики. Юнусбек Евкуров накануне посетил мечеть вместе с Хаджибекаром Укуровым и пообщался с представителями Тейпа Халухаевых. В беседе со старейшинами руководитель региона отметил, что необходимо приложить все усилия для сохранения многовековых традиций, обычаев и культуры. Представители Тейпа Халухаевых в свою очередь отметили, что готовы сделать все, чтобы в Ингушетии царили мир и согласие. Тем более, что старейшины села всегда были и будут примером для современной молодежи. К тому же с появлением новой мечети у верующих будет еще одна возможность укрепить братские узы. Мечеть находится на центральной улице между Аль-Гетти и Егикалом. Удачное расположение исламского храма для путников. Руководитель региона посетил и медресе, где уже обучаются около 30 человек. Глава Ингушетии отметил необходимость приобретения учебного инвентаря и мебели. А после гости села и другие прихожане совершили коллективный намаз и прочитали мавлид. Зарима Ивлоева, Мадина Пугоева, Рахман Цуров. Новости 24. Доктор исторических наук, профессор Сорбонны Мария Цароева встретилась с учениками 3-й Карабулакской школы. Дети могли задавать свой вопрос различного характера, кто о моментах биографии, исследовательской карьере, также о европейской стране, известной по всему миру Нотр-Дамом и Эйфелевой башней. Зейн Магушкова расскажет подробнее. Волнительно как-то, сказала профессор, прежде чем войти в актовый зал к ученикам школы. Однако теплый прием детей, демонстрирующих свои таланты, развеял это волнение. У учеников было много вопросов к своей гости, на которые она отвечала как можно подробнее. Им были любопытны не только факты исследовательской деятельности Марии Цароевой, но и особенности образования во Франции и сложности поступления в престижный вуз мира. Изучение в Сорбонне же французского языка, там ускоренное изучение и очень хорошее. Это первое. Второе — собеседование по избранной специальности, кем вы хотите стать. Примут без экзаменов, если вы это заслуживаете, но будет первый семестр. Если на первом семестре вы получили неудовлетворительную оценку, вас отчисляют, и больше никогда в Сорбонну вы не сможете поступить. В общем, вот такие условия. Но самое главное — это знать французский язык хорошо. Мария Цароева – автор 2 диссертаций на темы «История проникновения и распространения ислама среди ингушей и чеченцев», а также «Культурные и лингвистические параллели ингушей и чеченцев с древними народами Месопотамии и Анатолии». Диссертации были защищены в Национальном институте восточных языков и в практической школе высших исследований в Сорбонне. Одним из ее руководителей был известный лингвист Клод Ажеш. Достучаться и добраться до него было довольно сложно, но я решилась, написала ему письмо в марте месяце, и в апреле мне уже пришел ответ от секретаря о том, что месье Ажеш мне дает 15 минут и дает возможность с ним встретиться, говорить о моей работе. На самом деле мы проговорили 4 часа. Он очень заинтересовался, поскольку нет народа, который оставил бы о себе такие глубокие следы.
Да? Я вам скажу, что ингушский народ маленький осколок древнейшей цивилизации, не знаю, каким образом сохранившийся на земле до сих пор. Я сейчас читаю об этом лекции в университете. Интересующие вопросы задавали не только дети, но и преподаватели. Так у Мари Цароевой поинтересовались, на каком языке она думает. Мысли звучат на ингушском языке, когда они касаются близких и Аллаха, ответила она. А все, что касается бытовых реалий жизни в Париже, на французском. Маре Цароевой не довелось жить на родине, однако с самого детства в их семье стремились сохранить знания родного языка. Отец, чтобы мы не забывали ингушский язык в депортации, заставлял нас, вот меня в частности, переводить. Я даже королеву Марго переводила ему в 11 лет с русского на ингушский язык. Вот я как-то в одной из бесед рассказывала, как одна из книг каких-то непонятных, сейчас даже название не помню, там нужно было перевести «Жил-был великий обманщик». Я ему перевела «Вяхыш-текыш-хану». Не знаю, как обманщик, но он был доволен. То есть все делалось отцом так, чтобы мы знали, что мы ингуши, что у нас есть родина, и чтобы мы не забывали язык. И благодаря отцу и матери вот я до сих пор сохранила любовь к этому языку. На встрече с учениками доктор исторических наук презентовала несколько своих книг, в том числе «Пантеон ингушей» и «Следы древних цивилизаций в языках и культуре ингушей и чеченцев». Несколько экземпляров она оставила в школе. Это короткое знакомство с Марей Цароевой произвело на учеников большое впечатление. Я испытала настоящую гордость за нее и радость, и за весь наш ингушский народ. Благодаря ней такая страна, как Франция, знает о таком народе, как ингуши. И это, я считаю, это настоящий повод для гордости. Вообще понравилось то, что она имеет глубочайшие знания в области истории религии ингушского народа и чеченцев. У меня вообще складывалось другое впечатление о Франции. Мария Цароева не в первый раз встречается с детьми ингушских школ. При каждой возможности она выступает с лекциями в различных образовательных учреждениях республики, вдохновляя своим опытом молодые сердца. Залина Магушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24. Сегодня в мире отмечается добрый праздник – Международный день пожилых людей. Организован он Обществом Объединенных Наций в 1991 году, как дань уважения и благодарности к старшему поколению. Светлана Томова навестила наших старцев. Апас Илиев по праву считается самым пожилым человеком в стране. Ему 120 лет, и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старший долгожитель России. При этом он помнит в деталях все события своей насыщенной жизни. Спустя десятки лет с нескрываемой радостью и слезами на глазах Апас Илиев вспоминает времена своей молодости, как отдыхала и веселилась местная молодежь на свадьбах более века назад. Поразительно, что дедушка не забывает самые незначительные события из своей жизни. Сейчас Апас Илиев – герой десятка телевизионных программ и сюжетов. О нем знают сотни тысяч людей. И каждый раз, признается дедушка, все спрашивают его о секрете долголетия. Но никакого секрета, говорит Апас, нет. Главное – жить и трудиться на родной земле, как это делали наши предки. Делал он без возмеяшка, джин дехалину, дон дехалину, укигис, эсхадия сама, кахегис, хавинух. Цейна харамдар аздасинадас пейденмешит харам чалорулус хавинов. Быть может, именно постоянная физическая нагрузка, свежий горный воздух в селении Гули и безмерная любовь родных и близких позволили Апазу Илиеву большую часть жизни прожить крепко, стоя на обеих ногах. Это сейчас ему тяжело передвигаться по дому, а еще несколько лет назад он был энергичным и довольно веселым стариком. А с наступлением зимы Апазу и вовсе приходится любоваться горной местностью только из окна своего дома. Цики вырбизм, цик батту бизм бахса, давай ваша цик дату бат.
А вот Альберту Евкурову 104 года. Несмотря на свой возраст, дедушка ведет активный образ жизни, стараясь не пропускать ни одно мероприятие в городе. Имея просто феноменальную память, дедушка Альберт не просто помнит, что было много лет назад, но и рассказывает биографию каждого, с кем ему доводилось встречаться. У дедушки 4 детей и 17 внуков, но особенно дорога его сердцу правнучка Ася, которая ни на шаг не отходит от любимого прадеда и буквально засыпает его вопросами и всегда просит с нею погулять. Время изменило многих, сетует дедушка. Раньше их во многом ограничивали, но в нынешнее время все у людей имеется в избытке. А вот для бабушки Шарипат Катиевой главное богатство не года, как принято считать, а большая дружная семья. Мать 6 детей, бабушка 21 внука, а правнуков у нее и вовсе 33. Не это ли счастье? На традиционной семейной встрече бабушка Шарипат всегда в центре внимания. И хотя долгие посиделки в кругу родных ей даются уже не так легко, как прежде, в окружении близких с ее лица не сходит улыбка. За свою долгую жизнь бабушка Шарипат, или просто Шапай, как ласково называют ее родня, пережила немало трудностей. Сама бабушка говорить про своих детей считает нескромным, но в одном уверена – они ее главная опора и самая большая радость в жизни. А вот Макшарипу Султыгову в этом году исполнилось 96 лет. Дедушка сетует, что здоровье уже не то, но при этом он активно участвует в различных общественных мероприятиях, проявляя таким образом свою гражданскую позицию. Макшарип отмечает, что стариков с каждым днем становится меньше, но каждый год внимание к себе его очень радует. Более того, он и сам поздравляет с праздником всех пожилых людей. نو خلال دور نير برتقلر نير ساوغلر وقشو اخيت زماشو قغيتر تسولقو بالي سكتي قشال تزر قونغي برسخه هات اويوت تو قد صار سقونا خل شيء اويوت بلوسك شي متلوتي اشتي قونغي برحال دول جدنا باقش شجدوس الفتخوش والله خاصه لي زمشا حبيل حد يعني ديك حقيدا وايتر ملاز ولي Этим пожилым людям нужно немного, всего лишь внимания. Ведь благодаря им сегодня мы живем в мирной республике, чтим свои традиции и обычаи. День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Светлана Томова, Новости 24. Открыт прием заявок на 4-й международный кинофестиваль «Золотая башня». На конкурс могут быть заявлены фильмы как из регионов России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Напомню, впервые фестиваль прошел в нашей республике в 2014 году. Основная его цель – усиление культурно-просветительской и информационной функции кинематографии и более широкое ознакомление жителей Ингушетии с достижениями российского и мирового кинематографа. Прием заявок продлится до 20 октября 2017 года. Направлять их нужно в адрес Минкультуры Республики Ингушетия. Форма заявки размещена на сайте Минкульта. В Ингушетию приехали жители Востока. Туристы из Тайваня путешествуют по всем субъектам СКФО. И наш регион не стал исключением. После экскурсии по равнинной и горной части Ингушетии туристы отправятся в Чечню, а дальше в следующую очередную республику. Гостей встретил и наш корреспондент Зелимхан Калоев. Самый главный туристский объект, который мы с вами видим, это самое высотное здание, которое находится на территории Республики Ингушетия. Отправной точкой экскурсии стала башня Согласия в Магасе. В Ингушетии эти туристы впервые. Путешествие начнется с равнинной части. Башня Согласия никого не оставляет равнодушным. Восхищенные лица и фотографии на каждом шагу – живое тому доказательство. То есть получается, в столице республики сосредоточены практически все административные корпуса. То есть все административные здания республики. Для знакомства с Магасом с высоты птичьего полета времени гостям не хватило, ведь им предстоит за один день посетить не только равнину, но и легендарные горы Ингушей.
А следующей остановкой стал мемориал памяти и славы, который вызвал эмоции не меньше, чем башня Согласия. Миссис Чен, как и Артур Ли, очарованы красотой и чистым воздухом. Туристы в недоумении. Они не могут себе представить, какой будет горная часть, если и равнинная не оставляет равнодушное. Нам у вас очень нравится, все такое необычное и красивое. Конечно же, все самое интересное еще впереди. При въезде мы увидели большие каменные ворота. Тут все по-настоящему классно. Я полностью присоединяюсь к сказанному. Тут для нас все новое. Находясь на другой точке мира, мы и не знали о существовании такой красоты и этой чудесной республики. Очень гостеприимные люди, очень красиво. Видно, что город новый. Это, конечно, удивляет, как за такой короткий период времени можно было построить столицу. Туристы из Тайваня детально знакомились со всеми историческими фактами республики, узнали историю депортации ингушей. Где-то были печки-буржуйки, а в некоторых вагонах их не было. Туристы внимательно слушали каждое слово экскурсоводов и задавали много разных вопросов. Среди путешественников возникали споры по тем или иным историческим моментам. Туристам рассказали краткую историю про последнего защитника Брестской крепости Уматгирея Артагановича Барханоева, про памятник, посвященный всадникам дикой дивизии, и, конечно же, про символические башни. 9 башен символизирует репрессированные народы. Это 9 башен, окованы колючей проволокой. Экскурсовод Хава Евлоева уверена, что эти знания, снимки и фотографии они еще долго будут вспоминать и рассказывать своим друзьям и близким, теперь уже в Тайване. С учетом того, что туристский поток у нас с каждым годом увеличивается, в этом году, можно сказать, просто-напросто со стороны, если оценку делать, очень много людей, которые интересуются Республикой Ингушетия. Это бывает просто-напросто увидели фотографии где-то, посмотрели в интернете и захотели приехать. Впереди туристов ждет традиционная ингушская кухня с фирменными лепешками, а уже после экскурсии по Ингушетии гости направятся в Чечню, а оттуда уже по следующим субъектам СКФО. На этом экскурсия закончилась. Впереди у путешественников посещение горной части Ингушетии. А уже через неделю этот же автобус вернется сюда, но уже с другой группой туристов. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, everybody! News 24! The best! В соцсетях набирает популярность ролик с принцем Гарри и двухлетней жительницей Торонто, опустошающий ведро с попкорном монаршей особы. Забавное видео сняли во время спортивных соревнований по волейболу для военнослужащих-инвалидов. Юная соседка принца Гарри воспользовалась тем, что он о чем-то оживленно беседовал со своими знакомыми, и, как ни в чем не бывало, принялась за ведерко с попкорном. Гарри сначала не обратил внимания на это, но потом все же застал девочку за преступлением. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.